Продолжается визит ингушской делегации в Саудовскую Аравию. Привлечение инвесторов и возможность экспорта наших товаров сегодня обсудили в Совете палат Королевства во время встречи Юнусбека Евкурова с заместителем председателя саудовской части Российско-Саудовского делового совета Абделазизом Кридисом и местными предпринимателями. Репортаж Марины Муталиевой. В ходе презентации экономического потенциала Ингушетии руководитель регионального Минэко Малат Таршхоев выделил в качестве основных факторов для инвесторов хорошее географическое положение республики, удобство для решения вопросов логистики и благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства. Здесь наша делегация познакомилась, во-первых, с местными предпринимателями, инвесторами, также чиновниками. Мы представили некоторые проекты и в первую очередь общую информацию о республике. То есть это наши полезные ископаемые, наши природно-климатические условия, что у нас есть полезного для Саудовской Аравии. В то же время мы посмотрели, здесь познакомились с местными предпринимателями, инвесторами, как я говорил. И очень важно, что приняли решение, что до конца этого года приедет сюда, в Саудовскую Аравию, наша делегация уже с более детально проработанными проектами. Также министр в ходе дискуссии более подробно остановился на промышленных площадках и приоритетных направлениях развития региона. В их числе, по его словам, АПК, тепличные, мясомолочные комплексы, птицекомплекс, производство собственных генерирующих мощностей, туризм. Мы рассказали о том, что у нас есть, например, очень качественный мед, мясо, которое мы можем поставлять, далее лес, ценные породы древесины, это бук, дуб, ясень, фрукты, в первую очередь, это яблоки. Также мы предложили инвесторам рассмотреть возможность у нас на территории Республики Ингушетия вкладываться в проекты, которые они смогут там реализовать, тот же самый агропромышленный комплекс, выращивать фрукты, овощи и продавать. Либо сюда опять привозить, либо там же у нас на территории Северного Кавказа и России продавать. В ходе экономического совета инвестор из Ингушетии Муслим Паракульгов детально рассказал о своем проекте. Это мясоперерабатывающий комплекс в сельском поселении Икажево, который будет производить экологически чистую халяльную продукцию. На сегодняшний день готовы и убойный цех, кишечный цех, обвалочный цех. Мы также готовим упаковочный цех. И у нас на 300 голов, на более 300 голов в холодильнике и более 2000 голов мы также можем охладить и мелкорогатцию. И все халяль, да? Ну, естественно, все халяль, все по стандартам. И кроме этого у нас еще кормочная площадка есть, более 1000 голов крупнорогатого скота. И мы можем на забой загнать до 10 000 голов мелкорогатого ежа, более 7 000 на откорм ягнят можем поставить. Сенатор Билан Хамчиев выразил готовность республики поставлять в Королевство Саудовской Аравии фрукты в больших объемах. Мы очень заинтересованы работать с вами, продвигать свою продукцию. Одним из крупных проектов мы сегодня выдвигаем это производство фруктов. В Ингушетии является компания «Сад-Гигант». Этот проект мы развиваем, сейчас инвестпроект развиваем, есть Российским фондом прямых инвестиций, в том числе, вы знаете, ряд ваших фондов принимает участие через этот фонд. Если кого заинтересует, проект готовы на разных экономически взаимовыгодных условиях сотрудничать в этом направлении. Также мы способны ежегодно поставлять сюда более 100 000 тонн фруктов. Компания наша самая крупная в России и в Европе. И ряд таких же проектов, инвестпроектов у нас есть, которые могли бы в начальном этапе вас заинтересовать. Это производство овощей, теплицы. Привлечение инвесторов королевства в российский регион и возможности экспорта товаров, которые производятся в Ингушетии, в королевство и другие арабские государства, это главная цель визита ингушской делегации в государство Аравийского полуострова. Об этом заявил на совете руководитель региона Юнусбек Евкуров. Глава добавил, что только через торгово-экономические и культурные связи можно укреплять взаимоотношения государств, в том числе Российского и Саудовской Аравии. Все, что связано с взаимодействием с иностранными партнерами, инвесторами, они вложатся в законную рекомендацию Российской Федерации. И сегодня, как никогда, дана возможность любому инвестору
находить общий язык, в том числе на правах льгот. И сегодня инвестор в республике, будь он российский или местный ингушский, он тоже является российским, или же будь это иностранный инвестор, в том числе с королевства, мы одинаково можем дать льготы, каникулы налоговые на 3 и 5 лет. И одинаково можем заключать с ними правовые отношения в том числе. И в этом вопросе жесткую позицию защиты инвесторов занимает в том числе наше Министерство промышленности и торговли. Глава Ингушетии, говоря о законодательной базе региона, уточнил, что все законы республики не противоречат законам Российской Федерации. Председатель Верховного суда по Ингушетии сообщил об этом более подробно участникам дискуссии. Ибрагим Фаргиев сказал о мощной правовой базе, которая создана для инвесторов Российской Федерации. После дискуссии с членами Совета палат Королевства Саудовская Аравия делегация Ингушетии провела ряд встреч с инвесторами стран Персидского залива, специализирующихся на развитии садоводства, нефтяного бизнеса и других направлений. Далее во дворце состоялась встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с министром экономики и планирования КСА. Стороны обсудили перспективы развития в экономике, развития торгово-промышленных связей. Марина Муталиева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.